الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Бисмиллах, салату вассаляму аля расулиллах, ва аля алихи ва асхабихи ва ман валя. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ла иляха илля Мухаммад Расулуллах». Альхамдулиллах, по милости Аллаха, мы продолжаем наш цикл лекций по тафсиру 30-го джуза. И сегодня мы с вами поговорим, иншаллах, о суре Аш-Шарх. Сура Шарх, это у нас она была ниспослана в Мекке. И эта сура связана с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах субханаху ва тааля в первом аяте говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, алям нашрах лака садрак». То есть Аллах субханаху ва тааля, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: разве мы не раскрыли твою грудь? И здесь, конечно же, имеется в виду смысловое раскрытие. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Ан'ам в 125 аяте говорит: кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для ислама. Здесь Аллах субханаху ва тааля, задавая вопрос, Он утверждает: разве мы не сделали твою грудь широкой? Для чего? Конечно же, в первую очередь, это для ислама, для шариата, для того, чтобы он мог призывать людей к исламу, чтобы он мог совершать добро, чтобы его качества были идеальными. И как вот Айша раддиаллаху анха предается, то что когда у нее спросили, каким был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то она сказала, его качества были как описано в Коране. То есть у него были идеальные качества. И это все по милости Аллаха, то, что Аллах субханаху ва тааля ему раскрыл грудь. Почему? Потому что если человек, у которого грудь сжата, то он не может не поклоняться Аллаху субханаху ва тааля, не совершать добрых дел и, конечно же, не может проявлять хорошие качества. Из-за этого мы, обращаясь к Аллаху с мольбой, так как знаем, самое сильное оружие мусульман — это дуа, мы должны всегда обращаться и просить у Него, чтобы Он раскрыл нашу грудь, чтобы мы могли в первую очередь прочувствовать сладость поклонения. Почему? Потому что, например, альхамдулиллах, Аллах нас так создал, то, что каждый из нас любит кушать. И человек, когда попробовав один раз какую-то вкусную еду, он всегда стремится найти такую же. Может быть, он когда-то попробовал яблоко. Для него оно было таким вкусным, сладким. И в следующий раз он будет искать такого же вкуса яблока. Может попробовать один вид, 2, 3 сорт, 20 сорт, но не может найти. И вот здесь мы тоже должны, обращаясь к Аллаху, просить, чтобы Аллах дал нам прочувствовать сладость имана. Почему? Потому что многие мусульмане жалуются, им в тяготь поклоняться. Тяжело читать намаз, выстаивать молитву. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля, Он сжимает грудь.
Потому что мы думаем больше о мирских делах и не переживаем за наше поклонение. Не заботимся, что мы приготовили к последней жизни, как мы будем отвечать перед Аллахом, субханаху ва тааля. Из-за этого Аллах, субханаху ва тааля, задавая вопрос, утверждает пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям, то, что разве мы не раскрыли тебе грудь для ислама, для шариата, для выполнения благих дел, поклонения. И он, обращаясь к Билялю, что говорил? Я, Биляль, скажи азан, давай отдохнем от этой мирской жизни и прочувствуем сладость поклонения. Когда у нас такое было? Когда мы чувствовали, когда мы стремились, нам хотелось еще больше прочитать Корана, чтобы имам, который читает, чтобы он не останавливался, еще читал. Когда мы такое прочувствовали? Из-за этого пусть Аллах каждому из нас раскроет нашу грудь и даст возможность прочувствовать сладость нашего поклонения. Во втором аяте Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вавадана анка визрак». И не сняли ли мы с тебя ношу? Ноша здесь имеется в виду, конечно же, грехи. Как Аллах субханаху ва тааля в суре Аль-Фатх во втором аяте говорит: Аллах простил тебе грехи, которые были до пророчества и после того, как он стал пророком. Почему? Потому что человек, совершающий грехи, ему тяжело. И здесь, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям, Аллах субхану ва говорит: мы же тебя очистили от грехов. И в третьем аяте, продолжая второй аят, говорит: «Аллази анкада захрак». То есть грехи, которые отягощали твою спину. Мы знаем то, что человек, когда что-то носит, да, то самая сильная часть тела, чтобы таскать вещи, это спина. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля говорит, то есть грехи, которые отягощали тебе. Если эти грехи отягощали спину, то тем более эти грехи должны отягощать грудь, сердце. То есть человек должен задуматься, он должен переживать, он должен сожалеть. Почему? Потому что мы знаем, нету идеального человека. И как пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: не совершайте грехов. Но если вы совершили грех, то сначала попросите прощения. И мы знаем то, что у тауба есть 3 условия. Первое – это, конечно же, сожаление, раскаивание. То есть, когда человек, проснувшись, открыв глаза, увидел то, что солнце поднялось, и он начинает раскаиваться, сожалеть: я проспал утренний намаз. Что, почему? Вот здесь начинается раскаивание в сердце. И во-вторых, конечно же, это твердое оставление какого-либо греха. То есть человек, когда совершил какой-нибудь грех, он после того, как раскаялся, должен на 100% быть уверен, что все, я больше к этому греху не буду возвращаться. И третье условие, конечно же, это извинение. Просить Аллаха, чтобы Аллах субханаху ва тааля простил и больше к этому не возвращал. И пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, которому Аллах субханаху ва тааля простил все грехи, он
выстаивал молитвы ночью. И от этого выстаивания у него трескались пятки. И Айша, рады Аллаху анха, увидев это, она спросила, она сказала: почему ты так делаешь? Тебе же Аллах Субханаху ва Тааля все уже простил. И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: разве я не могу быть рабом благодарным за то, что Аллах мне простил? Из-за этого, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Куллю бани адама хатта, ва хайруль хаттаина тауабун». То есть каждый человек ошибается, грешит, но лучший из грешников, тех, кто ошибся, тот, который просит прощения. Из-за этого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он просил прощения в день от 70 до 100 раз. И также мы между двумя саждами тоже просим прощения: Рабби гфирли, чтобы Аллах простил нас. Почему? Потому что именно эти грехи нам приносят тяжесть. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Варафа'на лака зикрак». И разве мы не возвеличили твое имя? То есть здесь Аллах Субханаху ва Тааля указывает величие пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И если посмотреть, как Аллах Субханаху ва Тааля возвеличил имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В Коране во многих местах упоминается после имя Аллаха имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И когда человек говорит азан, он тоже после имени Аллаха упоминает имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в намазе также. И также пророки, которые были до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они говорили, они возвеличивали пророка Мухаммада. И, конечно же, в судный день, самый тяжелый день, только пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, будет достоин свидетельствовать, чтобы начался судный день. И вот так вот Аллах Субханаху ва Тааля возвеличил его имя. И мы знаем, чтобы поклонение наше было принятым, в первую очередь, первым условием является что? Ихлас. Чтобы это дело, это поклонение делалось только ради Аллаха Субханаху ва Тааля, и больше не ради кого. И вторым условием является что? Чтобы это поклонение, это дело соответствовало сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот так вот Аллах Субханаху ва Тааля возвеличил его имя. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаинна ма'аль усри юсра, инна ма'аль усри юсра». И вот в этих двух аятах очень большое счастье для всех людей. Именно для всех. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ма'аль усри юсра, фаинна ма'аль усри юсра». Вот здесь, если посмотреть на арабский язык, да, и здесь аль-уср приводится. То есть вот эта тяжесть с алиф-лям, которая указывает то, что определенная тяжесть. А уже потом приходит юсра без алиф-ляма. То есть это указывает то, что придет легкость, облегчение. И во второй аяте идет опять-таки аль-уср, то есть
то же самое тяжесть, и юср идет уже без аль-тарифа. И вот здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине одна тяжесть не одолеет двойное облегчение. То есть мы должны понять, когда к нам приходят какие-то трудности, тяжести, болезни, то Аллах субханаху ва тааля, Он всегда дает нам двойное облегчение. Двойное. Может быть, человек болеет, например, и когда он болеет, очень тяжело, вообще ничего не охота видеть, ничего не охота делать. И вот здесь Аллах субханаху ва тааля, Он дает двойное облегчение. Как? В первую очередь, проявляя терпение этой тяжести и довольствуясь этим, Аллах субханаху ва тааля прощает нам грехи и возвеличивает нас. И, конечно же, второе облегчение, Аллах субханаху ва тааля через какое-то время дает нам исцеление и дает нам награду. Из-за этого мы всегда должны понимать, Аллах субханаху ва тааля, создав нас, когда мы пришли вот в этот мир, Он нас не оставил. Он всегда с нами. Он всегда дает нам блага. И когда к нам приходит какая-то тяжесть, то Он по своей милости дает нам два облегчения. Если посмотреть на пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, сколько у него было тяжестей, как в Мекке, как его, когда он пошел в Таиф, прогоняли, бросая камни, как в Медине лицемеры предавали его. Но несмотря на все это, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, зная вот этот аят и будучи убежденным в этом, он понимал то, что придет облегчение. И на самом деле, альхамдулилля, даже когда он из Мекки в Медину переселялся, когда они с Абу Бакром сидели в пещере и слышали шаги тех, кто их ищет, и Абу Бакр, переживая за пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не знал, куда деться, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Ла тахзан, инна Аллаха ма'ана». То есть не печалься, все, что от нас зависело, мы сделали, и к вам придет облегчение. И, альхамдулилля, они с легкостью добрались до Медины. Если посмотреть на наше поклонение, например, Аллах субханаху ва тааля говорит нам: выстаивайте молитву, то есть читайте намаз стоя. Но есть люди, которые не могут стоя читать. Тогда что? Ты хочешь, не хочешь, должен стоя читать? Нет. Ты можешь читать сидя. Облегчение. А если не можешь даже читать сидя, то лежа можешь читать. Или же, например, ураза, пост. Аллах субханаху ва тааля приказывает в месяц Рамадан поститься. Но Он знает то, что у людей бывает слабости, тяжести. Кто-то болеет, кто-то беременная, кто-то вышел в путник, и тогда Аллах субханаху ва тааля дает облегчение. Он говорит: если ты путник, если ты болеешь, не постись. Также хадж. То есть человек вышел совершать хадж. И если же он не смог до конца проделать все арканы, то есть все столпы хаджа, то ему разрешается зарезать барана
и тем самым искупить. То есть Аллах Субханаху ва Тааля во всем дает нам облегчение. И мы этому должны радоваться и благодарить Его за это. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Фаида фарагта фансаб, ва иля раббика фаргаб». Почему, когда только освободишься от мирских дел, усердствуй. В чем? И устремись к своему Господу. Вот здесь мы уже понимаем то, что мусульманин, он не должен целыми днями быть в мечети и только читать намаз или только читать Коран. Нет. Вот здесь мы понимаем то, что ты то, что обязан выполнить, сделай. То есть, если ты должен накормить свою семью, накорми. Приготовь пищу, купи продукты. То есть, все вот это сделай. И однажды, когда Умар ибн Хаттаб зашел в мечеть и увидел одного человека, который там постоянно поклоняется, он спросил у него: что ты здесь делаешь? И тот человек ответил: я поклоняюсь Аллаху, я читаю намаз, совершаю зикр, читаю Коран. И Умар, ради Аллаху, задал вопрос: а кто кормит тебя, твою семью? И тогда этот человек ответил: у меня есть брат, который взял на себя эти обязанности. И тогда Умар ибн Хаттаб что говорит? То, что твой брат лучше, чем ты. Выполняй те приказы, которые Аллах Субханаху ва Тааля тебе приказал, и продолжай свою жизнь. Из-за этого здесь мы тоже должны понять. Живя вот в этом мире, у нас не должно быть от крайности к крайности. Или же мы оставляем всю эту жизнь и только готовимся к встрече с Аллахом. Или же наоборот, как это очень часто бывает. Забываем о встрече с Аллахом, забываем готовиться к Нему и думаем только о мирских делах. Нет. У нас должна быть золотая середина. Сделай. И перед тем, как начать что-то делать, пусть у тебя будет связь с Аллахом. Попроси у Него облегчения, чтобы Он тебе облегчил этот день, это дело. Полагайся на Него и начинай. И после того, как ты закончил это дело, опять-таки благодари Его. Благодари Аллаха за то, что Он помог тебе, облегчил это дело. И, конечно же, желай от Него награду. Это напоминание, которое было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхиссалям, и, конечно же, мусульманам тоже. Из-за этого пусть каждый из нас выполняет те обязанности, которые возложены на него в этом мире. То есть, если мы мужчины, и у нас есть семья, если у нас есть дети, мы должны их обеспечивать, воспитывать, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Ку анфусакум ва ахликун нара». Защити себя и свою семью от адского огня. То есть мы должны обеспечивать, воспитывать, давать шариатские знания. И, конечно же, не забывать об обязанностях, которые Аллах Субханаху ва Тааля на нас возложил. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи со словами «Ля иляха илля Мухаммад Расулуллах». Джазакум Аллаху хайр. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху.